Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важное послание из вашего будущего. Давайте посмотрим, что вы сами себе передаете из будущего. Настраивайтесь и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну, судя по шторму, который у вас в корне рисунка, у вас очень много беспокойства в жизни, переживаний, беспокойства, страхи, неуверенность в завтрашнем дне, знаете, какое-то даже патовое состояние, безверия и такой жуткой безнадёги. Да. Видите, вы на крошечной лодочке, и вас прям по волнам кидают, а там еще какие-то впереди чудовища морские сидят. Сердце перевернутое. Прям страшненько, страшненько. И жизнь как будто бы не в радость вам идет. Ну, смотрите, возможно, да, вы черную полосу своей жизни переживаете, а кто-то сам себя запугал, вернее, даже уговорил на то, что ничего не жди, хорошего не будет. И вот вы в таком состоянии сейчас и находитесь. Что вы просите себе передать из будущего? Прекрати себя накручивать, прекрати бояться, жить все равно надо, жить все равно придется идти вперед, придется с этими вот морскими чудовищами сражаться, придется пережить этот шторм. Придется победить эту ситуацию. Но вот никуда не деться. Вот такая ваша судьба. Вот такая судьба. Эти все испытания, все эти проблемы вы не только пройдете, переживете. Ничего не будет. Плохого не будет. Лодочка не утонет. И никакое чудовище вас не одолеет. Вот. Хватит бояться, хватит себя стращать. Надо жить. Жить здесь и сейчас. И жить так, чтобы в радость, в удовольствие вам было. Сердце перевернутое. Но зря вы так. Кто-то не верит в личное счастье, а кто-то не верит в счастье с каким-то конкретным человеком. А я вам больше скажу. Вы сами себе вот показываете, что этот человек, у него крылья отрастут. Крылья отрастут, которые его к вам принесут. Да. И, кстати, по крыльям сейчас вы злитесь на этого человека и думаете: ах ты, из преисподней вылез, да, не иначе как бесенок. А в будущем вы будете относиться к этому человеку как к вашему земному ангелу-хранителю. То есть он еще не только удивит, но что-то для вас грандиозное будет делать. Либо отношение к вам такое будет нежное, любящее, бережное. Так что не переживайте. Не надо списывать этого мужчину со счетов. Либо себя не надо списывать, вычеркивать, да, со страниц личного счастья. Оно у вас будет. Появится человек, которого вы назовете своим земным ангелом-хранителем. И этот человек не только будет вам другом, но и любимым и любящим. Вот. Так, еще у вас с правой стороны какое-то растение, и стрелка вверх идет. Стрелка вверх. Что-то еще вырастет. Вырастет, окрепнет, принесет свои плоды. Да, может быть, сейчас все еще в каком-то зачаточном положении, состоянии, но здесь четко показано: это растение вырастет. Будут всходы, будут и плоды. Вы сами себе передаете. Дело выгорит. Вот так идет. Дело выгорит. Опять же, вы все разные, каждый своим занимается. Но не отказывайтесь от этого, не бросайте то, чем вы занимаетесь. Тут еще, знаете, какой прогресс будет. Голова аж кружится будет от успеха. Это точно вы сами себе говорите.
Стрелка вверх и очень такой прям мощный ствол у этого растения идет. Что-то прям совсем необычное. Так, еще вы себя предупреждаете по поводу какой-то женщины. Знаете, как вы себе говорите? Не думай о ней, не смотри на нее, ее высшие силы сами накажут. Я так понимаю, что на женщину вы обижены, либо от этой женщины вы пострадали. Вас призывают просто вот отвернуться и смотреть в другую сторону, заниматься собой, своей жизнью, своей семьей, своими делами. А вот эту женщину ее высшие силы накажут. И за вас, и за других. Да, ведь она не только вам, я так понимаю, как уделала, но и другим людям. Там с нее спросят, не переживайте. Сами от нее руки не морайте, да, и пусть все будет как должно. Вот у вас мысли об этой женщине очень много сил забирают. И опять же, ну вот попытки, да, ее там привлечь к ответу, наказать, может быть, даже отомстить, они все, ну, скажем так, не очень хорошо на вас сказываются. Вы не тем занимаетесь, вы не туда силы свои вкладываете. Да? Вам нужно жить, собой заниматься, своим здоровьем, как я уже сказала, семьей, работой. Вот. А эту женщину пусть идет, пусть катится куда подальше. Высшие силы, поверьте, там уже вердикт вынесен. Вердикт ей уже вынесен. Все будет как должно. Найдите в себе такие силы, да, отвернуться и идти своим путем. О том, что ее накажут, вы обязательно узнаете. Вы еще свою сатисфакцию получите. Так что не думайте, не переживайте, отворачивайтесь, идите в другую сторону. Так, с правой стороны образ, мужская фигурка идет. Человек постоянно руки к вам тянет, как помощи просит, как в помощи нуждается. А вы с распростертыми объятиями бежите и помогаете. Знаете, что вы себе говорите? Что это неправильно. Что благодаря тому, что вы постоянно помогаете, человек не может пройти свою трансформацию. Возможно, человеку нужно это все самостоятельно пережить, самостоятельно вот взять и выбраться из какой-то проблемы, из какой-то ситуации. И закончить этот свой процесс подготовки либо трансформации. Хватит помогать. Все полноценные, взрослые, самостоятельные. Пусть сам. Так, и еще вас просят свое мнение держать при себе. Не озвучивать его, не афишировать. Ваше мнение, оно какое-то прям слишком отличное от общепринятого. И опять же радикальное, возможно, достаточно нетерпимое. Оно правильное, оно правдивое, оно честное, но тем не менее отличается от общепринятого. Знаете, ваша открытость может вам навредить. Есть такие люди, которые могут и подслушать, и потом, грубо говоря, заложить, да, настучать и в том же ключе. Будьте поаккуратней. Вы свое мнение можете выражать самой себе перед зеркалом. Либо поделиться, не знаю, с мамой, самым близким, родным человеком, но не более того. Потому что вижу, как подслушиваю, да, вокруг очень много глаз и ушей. И это может вам навредить. Особенно вот там на работе старайтесь помалкивать. Да, вы такой человек, вы правдолюб, но с другой стороны, таких не любят. Таких не любят. Это может испортить вам карьеру, это может испортить отношения с начальством, да и в коллективе тоже может быть какой-то нездоровый резонанс. Поэтому, пожалуйста, свое мнение держите при себе. Так будет лучше. Так будет лучше. Какая-то обстановка нездоровая, стукачи везде развелись. Поэтому лучше помолчите. Помолчите, и береженого Бог бережет. Знаете про это. Так, еще кто-то себе говорит о каких-то нагрузках. Что-то надо делать. Очень похоже на какую-то зарядку, гимнастику, не знаю, аэробику. Как засиделись вы. У вас какие-то застойные явления происходят. Опухаете, отекаете. Может быть, даже что-то не то. Шея, голова, мигрени, да, вот все это как-то взаимосвязано у вас. У вас какая-то пониженная физическая активность.
Да, вы мне скажете, да я бегаю с сумками там, с магазина домой, там, из дома на работу, с работы домой по магазинам. Ну, то есть маршрутов много. Но, смотрите, это разные вещи. Ходить и даже бегать — это не равно заниматься там аэробикой, заниматься какими-то спортивными упражнениями. Потому что у вас, ну, скорее всего, нагрузка на ноги только идет. А нужно еще и прорабатывать другие отделы вашего тела. Здесь бы хорошо вот лечебная гимнастика, да, вот было раньше, помню, лечебная гимнастика. Сейчас вот много всяких этих китайских гимнастик. Опять же, йога очень хорошо. Тем более в наше время тут особо и как выходить из дома не надо, да, все в интернете есть, на том же ютубе очень много хороших есть каналов, где дают замечательные упражнения под разный возраст, под разные состояния людей. Ну, можно найти, выделяйте этому хотя бы по чуть-чуть, там, по минут 20-30 в день. Может быть, даже и не каждый день, да, хотя бы просто начните. Ну вот вижу, что нужно разминать. У вас как верх, он как каменеет, вот, как каменеет. Из-за этого действительно какие-то нехорошие состояния у вас в теле. Так, еще вы себе говорите о месте жительства. Либо это новое место жительства, либо это полная реновация вашего дома, вашей квартиры. Вот что-то будет, что-то грядет в вашем будущем. Может быть, вы задумались об этом, может быть, есть такая нужда, необходимость. Вы себе говорите ровно следующее, что не спеши что-то менять, либо не спеши вкладываться, например, в ремонт. Какие-то то ли условия не те, то ли вот время неподходящее. Может быть, там цены высокие, может быть, не сезон. Вы сами себя призываете не спешить. Не спешить, тут какие-то условия должны созреть, либо появиться какие-то условия. Может быть, кто-то должен прийти вам помощь свою предложить. Может быть, какое-то горячее предложение там, купли-продажи. Возможно, кто-то должен проспонсировать все эти перемены, переезды, реновации. Да? Ну, надо немножко подождать. Там будут условия, и вы по-любому сделаете задуманное. То есть не переживайте, все будет, но нужно дождаться благоприятных условий. Сейчас, если вы начнете, ну на копеечку точно попадете. Но вот вижу какие-то переплаты, сплошные переплаты, и вам не нравится, до конца не нравится, да, не на 100% вам нравится то, что вам предлагают, либо то, что вы сами себе находите. Надо как немножко набраться терпения и чуть-чуточку еще подождать благоприятных условий. Так, еще сами себя ругаете за то, что вы сейчас от чего-то отказались, либо чего-то не делаете. Вот нужно что-то делать, кому-то идти, с кем-то встречаться, может быть, кому-то нужно позвонить, либо письмо направить, у кого-то аудиенцию попросить. Вот что-то надо сделать, а вы от этого отказываетесь. То ли вы считаете, что это не выгорит, то ли вам, может быть, как-то, неприятно это делать, то ли вы считаете, что это стыдно, вот идти, кому-то что-то говорить, у кого-то что-то просить. Вы сами себя ругаете и говорите, что лучше сделай, потому что в будущем сложнее придется, сложнее. Сейчас у тебя есть возможность с кем-то пообщаться, у кого-то что-то попросить, и это получить. И это облегчит твою жизнь. А вот если будешь вести себя вот такой букой, самым скромным человеком в мире, тяжело, это тяжело. Все придется на себе тащить. Есть возможность получить помощь, либо есть возможность получить ответ, какой-то результат, но вы почему-то отказываетесь. Здесь как скромность, либо нежелание навязываться, либо нежелание в каком-то дурном свете показаться. Это глупо. Вы сами себе говорите, не глупи, делай. Не отказывайся, делай. Может быть, вам кто-то помощь предлагал, а вы стесняетесь напомнить и думаете, как я сейчас подойду, спрошу. Идите, спрашивайте. Если человек предлагал, значит же знает, что говорит. Зачем вы так отказываетесь? Вам же сложнее, вам же тяжелее. Так, и еще с левой стороны. Семерка. Что-то вы новое начнете делать, чем-то вам новым придется заниматься. Это будет сложно, поначалу будет сложно.
Но потом вы разберетесь, втянетесь, и вам даже понравится. Ну, либо это новые обязанности, либо это смена вида деятельности. Может быть, даже переход на другую должность или, в принципе, да, другой работой заниматься, в другой сфере работать. Но вот сложно это вам дастся. Либо причина, которая приведет вас к такой смене, она будет неприятная. Неприятная, да, ну, там, сократили, либо вы сами уволились, либо с кем-то там поссорились, либо какая-то нужда вас к работе, к новой ведет. Но в любом случае видно, что сначала у вас трудности, а потом вы успеха добьетесь. Причем в короткие сроки вы добьетесь максимального успеха. У вас в голове семерка идет. Семерка. И у кого-то еще отыграется, что мужчина, например, да, сын, муж. Мужчина, который кардинально поменяет сферу деятельности, род занятий. И это очень сложно будет ему даваться, особенно там первые несколько периодов. Но потом добьется максимального успеха. Максимального. Ну, замечательно. Просто замечательно. Чуть выше. Собака, причем большая, охраняет дом. Ну, я так понимаю, что это ваш будущий дом. А собака, может быть, в прямом смысле слова, да, вы заведете большую собаку, которая будет и другом, и защитником, и украшением, да, украшением вашего дома, как член семьи. А у других отыграется в ваш дом, будут вхожи прекрасные люди, которые будут истинно вам друзьями. Опять же, вокруг вас будут жить хорошие, дружелюбные люди. Но дом, он, смотрите, какой замечательный. Он и небольшой, и не маленький. В нем много тепла, в нем много уюта и какая-то невероятная теплая положительная энергетика. И над домом ангелы летают. Какое-то прям благословенное место идет. Благословенное. Не переживайте за будущее. Видите, как у вас в будущем все сложится? Может быть, вы себе плохое думаете, рисуете. А вот видите, как четко показали. Собака охраняет дом, и ангел над домом летает. Хороший знак. Так, башмак, человек разбывается. Опять же, вы разные. Кто-то постоянно в путешествиях, разъездах находится, да, как вынужден с места на место переезжать. Не за горами тот час, когда вы осядете на одном и том же месте. Вот как найдете место, где вам вот идеально понравится, да, вот этот дом, вы найдете и осядете. Вот этих дорог, постоянно этой метушни, суеты, ее не будет в вашей жизни. И также возможен вариант, когда ваш близкий человек постоянно, да, в разъездах, постоянно он куда-то уезжает, уходит. Ну, потом, конечно, возвращается, но тем не менее. Ботинок снят и перевернут. То есть вот эти все путешествия, уходы, приходы, все закончится. Идет стабильность. Человек разбулся, он дома. Все, ему никуда не нужно идти. Да? Проживает рядом с вами. Никуда больше не ходит. Как вернуться, разбуться и прекратить куда-то уезжать. Так идет. Так, и еще я вижу у вас подарок в самом венце. Подарок, который вам сделают, либо подарок, который вы получите. Это то, чего вы сейчас хотите. Это то, о чем вы сейчас мечтаете. Вы это точно, вы будете это иметь. Либо сами себе купите, либо кто-то вам это купит и подарит. Но, тем не менее, прекрасно. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.